Амбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 6. Жизнь Лхасы. Часть 30. Незадолго до заката солнца по улицам раздаются те же крики, что и при въезде администрации. На этот раз все вышеназванные лица, за исключением 2 шамо, уже пешими выходят из дома, где квартируют, и идут по тому же солнцекругу, причем шабдегма имеют в руках 4-гранные, железные, с позолоченной резьбой жезлы шиннера, толстую палку длиной около 2 саженей, совершенно освобожденную от коры, а гейки – палки немного менее сажени длиною, очищенные от коры наполовину. Эти палки бывают сырые, только что вырубленные из садов по реке Уй. Толщина и длина их находятся, как мне передавали, в зависимости от того, который год служит гейик, обладатель ее. Гейики, более старшие по службе, имеют менее толстые, но более длинные палки, а новички – самые короткие, но толстые. Впрочем, некоторую роль играет удальство гейика, то есть тот, кто хочет показать свою физическую силу, берет палку потяжелее. Табьёки имеют те же длинные хворостины, какие имели при вступлении в город. Вся эта процессия проходит до площади перед судилищем города, называемым Нансзадшак. Здесь гейики и табьёки окружают площадь, которая уже вычищена от мусора и разукрашена кругами из сухой извести. На середине выступают 2 шабдегма и шиннер. Народ окружает площадь и удерживается лишь угрозами и действиями вышеназванных лиц. Первым выступает старший шабдегма и, обращаясь к поставленным перед кольцом судилища писцам и прислужникам Нансзадшага, стоящему изогнувшись в пояс, говорит в грозных выражениях так называемый цогдам, то есть слово перед собранием или наставление собранию, состоящее в изложении происхождения и правил Большого Монлама. В конце он говорит, как должны вести себя жители города во время Монлама. По окончании его речи говорит второй шабдегма, речь которого более касается наказаний, которые ждут нарушителей правил. Тот и другой при речи имеют на голове свои желтые монашеские шапки, называемые шаср, а после каждой паузы стучат концом своего тяжеловесного жезла о землю. Речи произносят, расхаживая взад и вперед, очень важной походкой, и при произнесении сильных выражений топают с силой ногами. В словах своих они ничуть не скрывают, что достаточно малейшего повода, чтобы безжалостно и беспощадно разорить каждого нарушителя установленных правил. После окончания речей процессия тем же порядком двигается далее, и на северо-восточном углу квартала ее ожидает прислужник от лхасского Чойджона, вышеупомянутого Кармачар. Он становится также в положении поясного поклона. Тут говорит речь только старший шабдегма. Суть речи состоит в том, что теперь настало время выступления Лхасы под покровительство Найчун Чойджона, а потому Кармачар не должен ни давать предсказаний, ни проявлять каких-либо действий в соперничество Найчуну. Затем процессия движется к 3 общественным колодцам, расположенным в различных частях города. Здесь также говорят цогдам, чтобы они давали духовенству Большого Монлама хорошую и обильную воду. В противном случае угрожают совершенно засыпать ослушавшиеся колодцы. Значение этой церемонии зиждется, понятно, на вере, что каждый колодец имеет своего хозяина-дракона. Обойдя с такими наставлениями почти весь город, процессия возвращается домой.
Так начинается время лхасского манлама. Сегодня же, как передавали мне, происходило спускание 3 дзанцев по веревке с верхушки Паталасского дворца. Для этой ежегодной церемонии с юго-восточного угла Красного дворца натягивается веревка к каменному столбу тумбе на земле перед дворцом. Эти 3 акробата надевают кожаные передники и рукавицы и скатываются сверху вниз по веревке на животе. Проделавший это освобождается, говорят, на 1 год от подати. 9 февраля. Сегодня первый день Монлама. Происходит занимание мест монахами. Рассаживает их администрация каждого дацана. Главные места в 2 больших дворах Джу занимают монахи монастыря Брайбуна. У центральной колонны навеса с северной стороны садится так называемый Цокчет Умзат, главный уставщик монастыря Брайбуна, обратившись лицом на юг. От него на юг идет главный ряд, состоящий в свою очередь из 4 рядов, обращенных по 2 на запад и восток. Ближе к Унзаду в крайних рядах садятся чтецы, из которых главные, именуемые Кадайба, являются как бы помощниками Унзада. Они первые подхватывают начатую Унзадом молитву и читают установленным тоном до конца. Остальные из многотысячного духовенства участвуют лишь незначительным числом желающих, начиная и прекращая чтение совершенно произвольно. Далее садятся перерожденцы, приобретшие звание дацанского чаймзада, а за ними имеющие духовные степени харамбы, сограмбы, дорамбы, габшу, то есть так называемые гыбши, о которых речь будет ниже. Высшие перерожденцы, имеющие звание Цокчен Чомзад, садятся рядом и выше Омзада. Весь двор занимается такими четверными рядами, между коими оставляется узкий проход для надзирателей и лиц, раздающих чай и кашу. Точно так же занимается и рядом находящийся южный двор, где имеется свой Омзад. Монахи из Сера и Галдана занимают места под навесом перед самым храмом Джу и в круговом дворе его. Не поместившиеся во дворах рассаживаются на 2-м этаже или, вернее, на крышах навеса. Сюда, понятно, идут маленькие послушники, так как здесь слабее надзор и потому более свободы для детских шалостей. При занимании мест строго соблюдается порядок старшинства поступления в известный факультет. Занявшие неподобающее место наказываются плетьями или дубинами гейков, а иногда и железными жезлами высших распорядителей. Вообще, должно сказать, что при исполнении всех распоряжений приходится в значительной мере прибегать к помощи дубин, жезлов и длинных прутьев. Когда все монахи числом около 20 тысяч займут свои места во дворах Джу, в главный двор являются все распорядители и идут оба шамо по обе стороны центрального ряда. Старшие на восточной стороне, следующие 2 прохода занимают 2 шабдегма. Гейки идут по разным рядам. Затем все, за исключением 2 шамо и состоящих при шамо 2 гейков, расходятся по другим дворам. После краткого доклада собранию старший шамо читает так называемый джаик Большого Манлама, или иначе законоположение, составленное 5-м Далай-ламой. Джаик написан на китайском желтом атласе и представляет сверток, бережно хранимый в 2 шелковых платках. Сверток этот приносит гейк на своем плече
и, ставший перед Шамо, начинает развертывать при помощи другого. Развернувший, один конец подают Шамо. Тот начинает читать сначала речитативом, но затем переходит уже в беглую декламацию. По окончании чтения Джаик свертывается по-прежнему и уносится, а Шамо, надевший свою шапку и взяв в руку жезл, начинает говорить цагдам, то есть правила, какие должны соблюдаться при манламе. Излагает их, ходя взад и вперед по главному проходу, иногда останавливаясь и обращая свои взоры в какую-нибудь сторону. Собрание хранит глубокое молчание. Между прочим, он сказал: «Я не побоюсь человека высокопоставленного, я не обижу человека ничтожного». По окончании им речи говорил речь и второй Шама, но гораздо короче. Он угрожал, между прочим, тем, что так как он очень любит деньги, то карманам нарушивших установленные законы не будет никакой пощады. Речи эти, произносимые из года в год, имеют свою установленную приблизительную программу, и изменения делаются лишь в стилистическом отношении, в зависимости от ораторского таланта и индивидуальных способностей каждого шамо. Начало происхождения большого манлама относят ко времени реформатора Цанхавы. В биографиях последнего говорится, что в 1409 году Цанхава, сделавший для статуи Джу вышеуказанные украшения, установил чтение манлама. Говорят, что с этого времени вошло в обыкновение чтение манлама, но, по-видимому, окончательное установление его относится ко времени пятого Далай-ламы, современника маньчжурского императора Канси, который, как говорят, утвердил эти правила. Лишь только входят шамо, за ними идут гуськом разливальщики чая с медными, посеребренными или с чисто серебряными кувшинами. Кувшины обшиты или обернуты кожей или тряпками полотна, которые довольно грязны, и остается только удивляться совмещению грязи с роскошью. Но это свойственно народам Дальнего Востока. Разливальщиками служат простолюдины, прибывшие, как передавали, из Цзана по долгу натуральной повинности. Между ними есть и пожилые, но большинство люди молодые и очень немного мальчиков от 12 приблизительно лет. Распоряжаются ими во время разливания несколько духовных из Нацана Дэян в Брайбуне. Распорядители эти набираются из молодых людей, отличающихся более физическим развитием, чем умственным. Это особый контингент монастырской братьи, известный под названием Добда или Добдага, силачи, о коих уже упомянуто выше. После окончания богослужения монахи расходятся по домам. Квартируют они в разных частях города, обыкновенно очень тесно, потому что при старании их поместиться по возможности ближе к центру бывает недостаток квартир, да к тому же и хозяева квартир стараются поместить, возможно, большее число, потому что с каждого лица взимается плата, установленная таксой, а именно 1,3 монеты или около 27 копеек на наши деньги за время манлама, то есть за 1 месяц. Большой манлам, как уже сказано, длится 20 дней, а малый 10 дней. Конец 30 части.